Жаркие дни, свежие фрукты с огорода и активные игры на улице. Лето угрожает детям не только повышенной травмоопасностью и тепловым ударом, но и опасными кишечными инфекциями. Ротавирусы, пищевые отравления, энтеровирусы. Риск поджидает на каждом шагу, особенно во время отдыха, когда бдительность снижается. Что у нас приводит к тому, что распространяются кишечные инфекции? Это грязно немытые руки в первую очередь. На втором месте идет пищевые отравления. Это наши всеми любимые арбузы. Чаще всего они приводят к тому, что появляется отравление у детей. Поэтому за этим тоже надо следить, особенно если дети маленькие, до 2-3 лет. Почему это важно? Дети до 2-3 лет, они немного тяжелее переносят и кишечные инфекции, и пищевые отравления. Кишечная инфекция, такая как ротовирусная, они распространяются, у них путь передачи фекально-оральный, то есть это и есть немытые руки, но также при тесном контакте может быть и воздушно-капельный. Любые изменения в привычном поведении ребенка – сигнал для посещения педиатра. Порой за, казалось бы, обычным отравлением может скрываться серьезная инфекция, требующая более тщательного лечения. Температура может подняться до фебрильных цифр, то есть это 39-40 градусов температуры общего тела. Потом эта интоксикация проявляется в виде тошноты, рвоты, в виде диареи. Все это может привести к эксикозу определенной степени, то есть степени обезвоженности. Обезвоживание для детского организма это очень тяжело протекает и вплоть до летального исхода, если там вовремя не взяться за лечение. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. При тяжелых состояниях инфицированным детям требуется немедленная госпитализация. Нужно соблюдать карантин, особенно когда есть вот эти инфекционные заболевания, чтобы вы не заражали других детей. Если есть кишечная инфекция, это своевременное отпаивание, да? Есть небольшой перечень лекарств, которые назначает доктор, их тоже нужно давать своевременно. Если уже тяжелое какое-то состояние идет у ребенка, это обязательно госпитализация, это уже капельница, это уже стационарное наблюдение. Профилактика – ключ к здоровью. Болезни куда проще предотвратить, чем лечить. Инфекции серьезно ослабляют иммунитет детей. Болезни грязных ручек – так называют врачи кишечные инфекции. Соблюдение простых правил значительно снизит риски. Это мыть те же самые овощи, фрукты, там не пару секунд, не под проточной водой, а чтобы они там в тазике, в какой-то емкости лежали в содовом растворе в идеале. Можно и без соды, конечно, в обычной водичке, хотя бы 10-15 минут. Ну, далее уже можно их спокойно употреблять в пищу. Опять же, перед каждым приемом пищи стараться мыть руки с мылом. Пневмония – еще одна скрытая угроза. В жару и дети, и взрослые пьют много холодной воды и находятся под кондиционерами. Резкие перепады температуры опасны для здоровья, говорят врачи. Не стоит забывать и о других болезнях – корь, паротит, краснуха. Крайне важно своевременно делать прививки, чтобы избежать осложнений. Краснуха – это вирусное заболевание, протекает у детишек достаточно нелегко, но в зависимости от организма, от сопутствующих заболеваний, от хронических заболеваний, от возраста у беременных. Это значительно тяжелее, особенно в первом триместре, потому что в абсолютном большинстве заболевание за собой несет осложнения или осложнения, несовместимые с жизнью плода. Сами дети, которые находятся в группе риска, осознают свою ответственность и делятся правилами, которым следуют сами. Нужно мыть руки перед едой, конечно. Еще желательно мыть еду, там фрукты перед тем, как их скушать, потому что на них могут быть разные бактерии. Ходить к врачу, делать прививки, ходить на осмотры. Это очень важно, там раз в месяц или желательно несколько раз в год. Важно помнить, простые, но эффективные меры могут значительно снизить риск заражения. Здоровье – главная ценность, и его необходимо беречь. Марьям Акиева, Магаз, 24.